Приветствовать вас на сольном концерте ведущие солистки Государственного театра оперы и балета Якутии имени Дмитрия Кононовича Сивцева-Солода-Моллан, заслуженной артистки Российской Федерации, заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Анны Дьячковской. Очень приятно, что сегодня наш музей стал одной из точек культурно-просветительского проекта «Кочующий музей». Дом Николая Андреевича, квартира Николая Андреевича Римского-Корского, в которой он провел 15 последних лет своей жизни, и в которой он написал больше всего своих произведений, эта квартира всегда принимала радушно, с удовольствием гостей. Здесь были самые знаменитые музыканты конца 19-го, начала 20 века, не только русские музыканты, но и многие зарубежные исполнители. И поэтому мы гостям рады всегда. И с удовольствием и радушием предоставляем нашу сцену нашим сегодняшним замечательным исполнителям Анне Дьячковской. Она имеет богатый концертный опыт и богатый опыт стажировок, самых различных, в том числе и зарубежных стажировок. Поэтому я думаю, что вечер сегодня будет замечательный. И я вам желаю прекрасно вместе с нами провести этот вечер. Анна Дьячковская, выпускница Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова, Дальневосточного института искусств в городе Владивосток. Прошла стажировки у профессора Московской консерватории имени Чайковского Чачава, Миреллы Фрейни Виталий, а также в Мариинском театре города Санкт-Петербург. Она одна из ярких ведущих оперных певиц Якутского оперного театра. С основателем и директором Музея музыки и фольклора народов Якутии Решетниковой Аизой Петровной они дают и давали совместные творческие тематические концерты не только в республике, но и по приглашению российских деятелей искусств в разных городах России и за рубежом. Ее выступления в таких священных местах для музыкального мира, как Дом-музей Чайковского в городе Клин, музей-усадьба Рахманинова Ивановка в Тамбовской области, музыкальное училище Саратовской области имели огромный успех. Гастрольная деятельность Анны Дьячковской по России и зарубежью, обширная по своей географии, по количеству и качеству концертных программ, имеет непереходящую значимость в пропаганде и развитию музыкального искусства не только в республике, но также в России. Давайте поприветствуем нашу Анну Дьячковскую громкими аплодисментами. Лауреат международных конкурсов, солист Санкт-Петербургского дома музыки Алексей Кузнецов. Романс Рахманинова на слова Давидовой «Я жду тебя». С
Слова Плещеева «Речная лилея». Слова Пушкина «Не пой, красавица».
Кузнецова «Не верь мне, друг». Слова Бекетовой «Сирень».
Морозова «Давно ль мой друг». Давно ли, мой друг, твой взор печальный я в расставании смутный ловил, что лучшего прощальный надолго в душу мне проник. Давно ли блуждаю Слова Тютчева «Весенние годы». Романс Чайковского на слова Плещеева «Ни слова, о друг мой».
Слова Апухтина «Забыть так скоро». Забыть так скоро, Боже мой, всё счастье жизни прожитой. Все наши встречи, разговоры, забыть так скоро, забыть так скоро, забыть волненья первых дней, свидания час в тени очень немые разговоры, забыть так скоро, забыть так скоро, забыть Слова Бэя «Хотел бы в единое слово». И
Гении цари. Римский Корсаков, слова Пушкина, редеет облаков летучая гряда. Твой луч
объявляется директору Музея музыки и фольклора народов Якутии Корниловой Марии Ильиничне. Очень рада, что вы сегодня присутствуете именно на концерте нашей выдающейся певицы Анны Дьячковской. Все и концерты, и мероприятия проходят в рамках нашего культурно-просветительского турне «Кочующий музей». Мы здесь кочуем уже 6 июля, и наша кочевка продолжается до 26 июля. Мы будем в городе Санкт-Петербург, а это у нас 4-е мероприятие. Сегодня у нас прошла в Музее театрального и музыкального искусства Якутии, говорю, искусство, мероприятие, презентация поющего сборника на стихи авторов малочисленных народов Севера из репертуара Александра Парфеневича Самсонова. А потом мы сюда сразу прибежали, чтобы успеть на концерт нашей Анечки. Анна у нас является большим другом нашего музея. Очень долго она с нами дружит, еще с тех времен, когда наша Аиза Петровна руководила нашим музеем, основателем, идейным вдохновителем нашего музея музыки и фольклора народов Якутии, Аизы Решетниковой. Они очень долго дружат по сей день, и Аня сама, скорее всего, озвучила то, что она является ученицей нашей Аизы Петровны. Вот. И, конечно, то, что очень приятно, и то, что Аня согласилась на наше турне, и наш музей музыки и фольклора является именно тем местом, где объединяются люди-энтузиасты, мастера, исполнители, знатоки, носители традиционной культуры, а также до профессионального музыкального искусства в Якутии. Все мы объединены, все мы энтузиасты своего дела, мы хотим сохранить, изучить, развить, пропагандировать нашу традиционную культуру и профессиональное музыкальное искусство в Якутии. С этими целями мы прилетели прямо. Иногда мы говорим, мы приехали на оленях, говорим, мы кочуем. И чтобы показать нашу прекрасную культуру Якутии. И позвольте пригласить нашу дорогую Анну Васильевну, чтобы вручить от команды наше благодарственное письмо и концертмейстеру Алексею Владимировичу. Позвольте сюда прийти. Уважаемая Анна Васильевна, коллектив Музея музыки и фольклора народов Якутии выражает огромную благодарность вам за участие в культурно-просветительском турне в городе Санкт-Петербург в рамках мероприятий, приуроченных к столетию Якутской АСР и Году культурного наследия народов России. Примите самые теплые слова благодарности за вашу преданность к своему делу, за ваш вдохновенный труд, за сохранение и популяризацию духовного и материального наследия народов России. Надеемся на дальнейшее развитие и укрепление нашего сотрудничества. Дорогая наша Анна Васильевна и наш дорогой друг Алексей Владимирович. Вам Тихий вечер.
Леонида Попова, песня о солнце.